Zeytun Radyosu'nun Musafırı. Салям алейкум, дорогие слушатели, на радио Зейтун еженедельная программа «Мусафыр», и сегодняшний наш гость приехал к нам из Киева. Сооснователь крымской проектно-образовательной платформы и бывший руководитель Q-Hub Эмиль Ибрагимов. Салям алейкум, Эмиль. И сразу такой вопрос, расскажи нашим слушателям, как зародилась идея создания этой образовательной платформы? Идея началась с желания, прежде всего, объединить молодежь из Крыма, которая проживает в Киеве, потом в дальнейшем и во всей Украине, в такую инициативу, которая бы могла повышать социальную активность среди крымской молодежи, и таким образом и самим развиваться, и развивать других ребят. И основной фокус именно с самого начала мы определили – это крымская молодежь, молодежь из Крыма, крымские татары и так далее. Расскажи нам более подробно о Q-Hub, какая структура? Есть руководитель Q-Hub, мы его называем РИИС, либо председатель, другими словами. РИИС определяет для себя муавинов, то есть заместителей. На данный момент заместителей 2 у нынешнего РИИСа, и делится Q-Hub на 5 департаментов, или как мы называем их САА, 5 разных команд, которые работают в разных направлениях: Мединиет – культура, Маариф – образование, бизнес, спорт и Матбуат – информационная. А чем занимается каждая структура, какие мероприятия она старается проводить? Каждая структура по своему виду деятельности концентрируется на разных проектах и ивентах того или иного вида деятельности. К примеру, один из самых активных наших СА – это Мединиет. Был организован ряд мероприятий, культурных ивентов. Одно из таких громких это был День крымско-татарской культуры в аэропорту Борисполь в Киеве, когда для гостей города, которые прилетели из разных стран, было представлено такой фестиваль крымско-татарской культуры, и была представлена и кухня крымско-татарская, и ремесло крымско-татарское, танцы, песни. Другими словами, разные люди, приезжие иностранцы, знакомились с культурой Крыма. То есть больше всего упор делается именно на культуру, да? Как только мы начали работать, сначала, мы сделали основной упор на культуре, так как сейчас, на сегодняшний день, во всем мире, в Украине, в Европе, крымско-татарская, мы являемся, крымские татары, крымско-татарская активная молодежь являются сопроводителями крымско-татарской культуры. Естественно, упор был на нем. Но потом были активизированы другие сферы деятельности. Например, мы дали упор на Маариф, на образование, и было организовано такой проект, как мы его назвали, Лекториум 1.0, в который были включены ряд лекций, воркшопов, тренингов и мастер-классов на самые актуальные темы: и публичное администрирование, и политика, и социальная инженерия. И этот проект мы также продолжаем для того, чтобы образовывать нашу молодежь не только в культуре, но и в более глобальном образовательном плане. А проводите ли вы какие-либо ивенты внутри самого Q-Hub, направленные на личностный рост каждого из участников? Да, такой был проведен, кстати, Маариф САС, такое мероприятие.
То есть закрытого типа, да? Закрытого, но опять-таки полностью закрытого мы его сделать решили не делать. Это был project management, то есть тренинг по проектному менеджменту. Мы привлекли 3 спикера из British Council, «Активные граждане» называется эта организация. Он нам давал основы написания проекта, правильное его оформление и подачи для получения того или иного результата. Это было организован для членов Q-Hub, и также мы еще пригласили нашу крымско-татарскую молодежь из Львова, из организации Крым Янг, и вместе крымская молодежь из Киева, из Львова обучалась проектному менеджменту. А Крым Янг — это некое подразделение Q-Hub или отдельная организация? Нет, Крым Янг — это отдельная организация, молодежная. Они только недавно создались. Один из наших резидентов Q-Hub был также, так сказать, стоял в основе вот этого вот создания Крым Янг, в чем-то помог ребятам на основе своего опыта. И сейчас они также существуют и развиваются вместе с нами, и мы сотрудничаем. Есть ли в команде Q-Hub не крымские татары? Ведь, как известно, вы стараетесь говорить на крымско-татарском языке. Мы стараемся развивать крымско-татарский язык, и сейчас, наверное, эти полгода мы будем делать упор именно на нем, так как мы знаем ситуацию с крымско-татарским языком, но мы привлекаем не только крымских татар, мы за то, чтобы это была в общем молодежь из Крыма, разных национальностей, чтобы больше почувствовать проблемы, которые происходят в Крыму, социальной активности, сделать из нашего общества, крымского общества не закрытого, а открытого типа. И поэтому у нас есть представители не крымско-татарской национальности. На сегодняшний день пока что это где-то вот одна девушка есть, Лида, которая, кстати, очень хорошо знает крымско-татарский язык, она училась в Симферополе. Есть еще одна девушка, которая помогает в спортивных проектах, и мы дальше привлекаем русских, украинцев в нашу платформу. А кто вам помогает? Предоставляет помещение? Кто-то же, наверное, под чьей-то опекой, в конце концов? Мы стараемся вести более такую независимую деятельность в этом плане, ни от кого не зависеть. Однако приходится, конечно, обращаться за помощью к более опытным общественным деятелям. На сегодняшний день нам помогает Крымский дом. Это такое государственное предприятие в Киеве. На базе Крымского дома мы проводим собрания, ивенты. Сейчас это такое наше временное пристанище, так сказать. А Крымский дом — это некий культурный центр крымских татар в Киеве? Или вот что там происходит? Не только ведь Q-Hub там проводит свои мероприятия. Да, Крымский дом — это государственное предприятие. Он уже за вот этот год стал таким, неким объединяющим фактором для всех ребят, всех вообще людей, которые живут, работают, учатся в Киеве. И в основном там проводятся культурные мероприятия, и мероприятия другого рода. А если в составе Q-Hub участники более старшего поколения, или это абсолютно молодежная организация? Нет, мы даже зарегистрировались как не молодежная организация, такое есть юридическое понятие молодежная организация, мы зарегистрировались как общественная организация, более серьезный уровень, и называемся мы Крымская проектно-образовательная платформа, но начинаем мы, наш фундамент строится именно на молодежи. Самый старший, наверное, из нас это наш первый глава, тоже сооснователь МИФа, ему 29 лет. Это самый такой старший, самый высокий рубеж возрастной. А вот при возникновении неких трудностей, проведении мероприятий или получении разрешения проведения мероприятий, к кому вы обращаетесь в первую очередь за помощью? Мы стараемся все делать сами набивать шишки, чтобы получать более хороший опыт и в дальнейшем не допускать те или иные ошибки, более делать в будущем качественно. Но, как я уже сказал, чаще всего мы обращаемся за помощью в Крымский дом.
Да, Крымский дом. Угу. А все ли строится на одной инициативе, или все же с неких проводимых мероприятий участники получают некую выгоду? Единственная выгода участников – это просто, наверное, получение знаний и опыта, а на сегодняшний день какой-то финансовой поддержки или финансового вознаграждения, к сожалению, пока нет. Но я думаю, что мы придем к тому, что мы будем еще и зарабатывать на своей деятельности. То есть может ли когда-нибудь Q-Hub прийти к тому уровню, что это для ее участников, для этой образовательной платформы станет некой постоянной работой на постоянной основе со стабильной зарплатой? Да, есть ли такая цель? Да, конечно. Если это ребята работали там на постоянной основе, получали достойную заработную плату, и тогда я думаю, что мы увидим очень хороший уровень наших проектов, направленных на социальную активность. Я вас поняла. А кто сейчас руководит всей платформой? Сейчас руководит платформой. Недавно прошли выборы, и главой стал Муслим Умеров. И каждые полгода традиционно мы меняемся. У него есть полгода, чтобы показать результаты. И я думаю, что каждый глава должен становиться лучше предыдущего. Тогда есть смысл того, что... И это действительно показатель того, что мы развиваемся. А каким образом избирается руководство? Мы проводим выборы по уставу общественной организации, когда все резиденты или, другими словами, члены Q-Hub голосуют, и большинством голосов, тайным голосованием, мы выбираем главу. А какая у вас сейчас происходит корреляция с крымскими татарами из других городов Украины? Вот я знаю, что вы с Крым-Янгс сотрудничаете, да, со Львовом. Как вообще происходит корреляция? Есть ли некий обмен кадрами и совместные проекты? Да, мы знакомимся с разными активистами из разных городов и стараемся привлекать их к нашим проектам, чтобы они тоже получали опыт и знания и приносили этот опыт уже в свой город и в свое крымско-татарское или крымское общество. Я думаю, что мы наладим также социальную активность и с ребятами, которые в Крыму, потому что, к сожалению, в Крыму сейчас наблюдается такой более закрытый тип общества. Мы должны, я думаю, действовать именно конкретно, дать фокус именно на ребятах, которые живут в Крыму. А каким образом вы сотрудничаете с крымско-татарской молодежью в Крыму? Это мы сотрудничаем конкретно с отдельными активистами, которые проявляют инициативу, их не так много, но я думаю, что мы способствуем тому, чтобы это стало более популярно, и я думаю, что эти ребята, которые в Крыму, они нам помогут, и возможен, да, обмен кадрами и так далее. Я вас поняла. А какой ближайший вот такой есть распорядок, план на год у Q-Hub? Какие мероприятия запланированы? Чего нам стоит ожидать? Так как мы разбиты на таких 5 команд по разным видам деятельности, можно ожидать в разных сферах абсолютно разные проекты. Сейчас я конкретно дал упор на Маарифе, на образовании, и мы в нашей команде постараемся сделать такой большой глобальный проект, как школу социального лидерства, привлекая крымскую молодежь из разных регионов Украины, Крыма, и приглашая их в разные точки не только Украины, Европы, проводя недельные тренинги в тех или иных направлениях, привлекая разных интересных профессиональных спикеров в таких направлениях, как Public Administration, Public Diplomacy, IT, бизнес, может быть, это будет дизайн. Я думаю, что этот проект будет расписан на целый год для того, чтобы было время для домашних заданий и для постоянного такого интенсивного обмена. То есть это будет некий такой лагерь, некая школа с тренингами. Да, это будет продолжительный проект, и я думаю, достаточно будет интересно. Это что касается именно школы социального лидерства. Ну, а также, конечно, мы продолжим наш лекториум. Наверное, он уже будет называться не 1.0, а 2.0. Мы продолжим эту серию, привлечем более большое количество профессиональных спикеров и будем расширять свою деятельность в этом плане. Сделаем и воркшопы, и тренинги, и
конечно, нужно это делать в разных регионах Украины, не только в Киеве. То есть будут некие подразделения Q-Hub в каждом городе с большим проживанием крымских татар? Да, это было бы хорошо, если мы сможем заразить нашей деятельностью других активистов. Я вас поняла. Чок сағылныс, Эмиль, тогда мы ждем в будущем году от вас огромнейших проектов, огромнейших прорывов. Также, я думаю, отлично познакомили наших слушателей с Q-Hub. Думаю, многие, может быть, и не знали, да, в Крыму, что есть такая большая, крупная, инициативная программа, такая молодежь целеустремленная. Чок сағылныс, Эмиль. Еще раз. Корышкенде.